Всем привет! Сегодня у нас мастер-класс, и будем рисовать птичек. Вот таких прекрасных. Я вам покажу, как будем рисовать одну птичку, а вторую вы можете сами. Но все равно я буду показывать. Ребята, обязательно нужно подготовить такие материалы, как мастихин. Вот такая рыбка называется. От фирмы Сонет. Номер 61. А также, ребята, обязательно подготовьте такие колеры. А можно, если у вас нет колеров, также можно подготовить краски акриловые. Еще нам необходима обязательно паста. Именно сегодня у нас не обязательно должна быть акриловая рельефная паста грубая. Вы можете взять другую пасту акриловую, не обязательно грубую. Можно прозрачные пасты взять, можно перламутровые, разные. Так, и подготовьте, пожалуйста, воду в стаканчике. Вода, можно просто шприц набрать немножко. Но воду мы сильно много не добавляем. Воду добавляем только в том случае, когда у нас подсыхает паста. Кто-то просит ссылку в Telegram. Так, извините. Так, и начинаем. Карандаш нужен для того, чтобы прочертить немножко. Так, начинаем. Сперва находим общее, да? Просто можете вот такие кругляшки добавить. Живот, конечно, будет больше, да? Вот, смотрите. Тут 1/3 будет. Тоже на глаз. Отметили. Где-то у нас здесь будет хвост. Здесь уже у нас будут лапки. Вот здесь будет клюв. И заодно, ребята, сразу подготовьте вторую птичку рядышком. Конечно, можно сделать смотрящую в любую сторону. Можно сделать просто прямо смотреть. Но я сделаю в сторону второй птички. Вот такая жирненькая будет, пушистенькая, зелененькая птичка с таким хвостиком. Это может быть снегирь, ребята, а может быть это воробей. Тоже сами придумываем. Можно, конечно, цвет немножко другой сделать. И наша веточка. Но ветку, конечно, сильно прямо не рисуем. Можно чуть-чуть какое-то движение сделать. Просто грубо, вот такие намеки делаем. Вот, сделали намеки. Теперь уже можно подготовить мастихин и пасту. Угу. Давайте. Ребята, такая акриловая паста продается в акварель-центре. Ну, конечно, там мало штук бывает, но в лавке художника Папаяркова бывает 100%. В этом, к сожалению, Билмарте нету таких. Раньше они продавались, сейчас я не видела.
Вот такая должна быть, мягкая, смотрите. Если ваша паста стала как камень, то такую пасту нежелательно использовать. Бывает, что паста может, если вы храните в теплой комнате, ваша паста может просто высохнуть. Поэтому, ребята, в холодную, то есть где нет света, можно прямо в коробках хранить. И сюда ложим нашу пасту. Так, подготовьте несколько основных красок. Можно добавить такие краски, сейчас скажу. Желтый обязательно, зеленый для лепесточков, слегка коричневый, черный и цвет такой голубой для неба. А также подготовьте, пожалуйста, красный. Так, вот это мы разделяем где-то по чайной ложке, разделяем. У нас будет несколько оттенков. Сюда мы добавим наш синий колер. У меня такой колер, такой яркий. Если у вас сильно густая, то нужно либо смешать, если там очень много воды. Вот немножко слегка беру, много не нужно. Затем я добавляю этот колер в первый цвет. Смотрите, как ярко, как красиво. Все это легко смешивается. Перемешали. Когда вы много цвета добавляете, то у вас получается такой яркий цвет. Старайтесь добавлять по чуть-чуть, потому что если нам небо нужно, вот этот цвет, он сильно яркий. Но в этот цвет можно добавить желтый вместо зеленого, у кого нет зеленого цвета, желтый колер. Тогда мы получим зеленый цвет. Вот, смешали с синим, белым и получаем такой зеленоватый цвет. Пожалуйста, разрешите войти, просят в Zoom. Просят, чтобы разрешили войти. Это у нас зеленый цвет получился такой. Чтобы далее цвет не грязнился, ребята, берем тряпочку нашу, которую мы подготовили, и просто вытираем наш мастихин. Одна сторона чистая полностью. Теперь мы подготовим другой цвет. Такой цвет можно сделать один желтенький. Желтый цвет можете, если вы хотите, чтобы ваша картина была или, можно не сильно ярко сделать, а можно очень ярко сделать. То есть смотрите, сколько вы цвета добавите, у вас яркости очень много может быть. А можно просто пастельные тона сделать, легкие оттенки. У меня получился такой яркий желтый. Вот. Далее, какой цвет можно еще сделать? Давайте сделаем коричневый. Если у кого нет коричневого цвета, можно самим сделать, да? Так, можно еще немножко черный добавить. Отдельно сделайте черный и коричневый.
немножко сделаем либо такой сиреневый. Я тут красненький добавила, у меня такой сиреневый получился. Так, отдельно мы черный цвет сделаем. Отдельно черный. Можно также так. Еще коричневый надо сделать. Если у нас, ребята, акриловая краска, то мы добавляем чуть больше, если хотим более яркий цвет, чем колер. Колер, когда мы добавляем совсем немножко. Вот такой у нас коричневый цвет получился. У кого нет именно коричневого, можете даже такие сено жженые добавить. Можете добавить английскую красную, умбру жженую. Либо просто в этот цвет еще можно, вот смотрите, можно еще и затемнять этот цвет. Немножко добавить черного. Такой промежуточный коричневый у нас получился. Вот. Так, и отдельно можно еще немножко красный сделать, да? Темно-зеленый. Можно поярче зеленый выбрать, потому что ребята, звука не было, да? Я рассказывала. Есть. Есть звук. Хорошо. Так. Пока я показываю палитру, да, как мы смешиваем. Затем я взяла еще другой колер, такой яркий зеленый, более цвета зеленого, как зеленка, да. И немножко я сделаю другой зеленый еще. Вот такой яркий зеленый будет. Тем больше оттенков, тем интереснее, да? Это мы смешали. Вот. Если поблизости смотреть, то можно увидеть очень много. Именно поярче будет. Да? Обязательно отдельно поставьте просто белую пасту. Белая паста нужна будет для того, чтобы немножко осветлять. Вот. Обязательно колеры и акриловые краски скрывайте, потому что очень быстро сохнет. Так, сейчас. В Ютубе говорят, что неправильно показывает. Это так, ребята? Так. Сейчас я переверну экран. Так, сейчас. У вас вид, да, Лёша. Ага, сейчас поменяю. Ребята, скажите, вот так нормально или наоборот? Это тормашкой. Верх тормашкой сейчас исправлю. Вот так нормально, да? Да, теперь прямо, да. Извините, пожалуйста, я думала, что вот так лучше. Спасибо, Галина, что сообщили. Так.
Вот так будет. Сейчас чуть-чуть настрою. Ага. Так, ребята. Продолжаем. Сейчас будем рисовать мастихином. Вначале мы начнем с неба, да? Я в этот цвет возьму подальше. И отсюда уже начинаю брать голубой цвет. Немножко смешала, но, ребята, сильно не смешивайте. Может попасться, конечно, какой-то другой цвет. И начинаем ложить. Очень тонко ложим фон. И старайтесь, ребята, мастихин держать по-разному. Попробуйте разные мазочки сделать. Отдельно, ребята, где-то немножко добавляем еще белого цвета. То есть вот, я так добавила и сильно не смешиваю. И вот так делаю. Конечно, можно сделать однотонным цветом, но намного интереснее, когда краски не сильно смешанные. Сейчас я попробую у себя на телефоне настроить. У меня экран прям мерцает. В чем-то блокировка стоит. Сейчас попробую. Где-то у нас аккумулятор стоит, кажется. Все. Далее. Я еще немножко добавлю пасты. Вот. Если, ребята, у вас сильно густо, можете слегка, чуть-чуть капнуть воды. Не сильно много. Когда много воды добавите, у вас, наоборот, сильно жидко будет. Конечно, вот где-то здесь немножко, видите, фактура появляется. Наоборот, это хорошо. Это один из методов стилей, вот, техники, да, когда можно просто писать мастихином картину. Конечно, мастихином можно и маслом писать, также можно акрилом с пастой. У меня здесь использован картон. У вас может быть холст, также картон. А разрешите, пожалуйста, просят зайти в Zoom. Ага, немножко у нас где-то не только голубой цвет, да, можно слегка отсюда, вот где сиреневый, где красненький мы взяли, да, можно теперь немножко добавить этот красный, наш синенький цвет, наш голубой. И немножко смешав, мы получили такой легкий розовизну, сиреневый цвет. И немножко сиреневый тоже добавляем в нашу картину. Вот. У нас получается несколько оттенков. Так, я немножко опять же добавляю сюда
Ой, белый цвет, но мне немножко, видите, немножко зеленый попал. Зеленый цвет, конечно, может попасть. Даже можно немножко вот зелененьким сделать, да? Так, я слегка добавлю сиреневый в этот цвет. И отсюда, получается, немножко вот этот белый и голубой добавила. Такой светленький цвет у нас получился, небесно-голубой. Этим цветом мы продолжаем. Когда у нас акрил сохнет, картина немножко становится темнее. Поэтому старайтесь не сильно ярко делать, не сильно темно. Потому что, как мы знаем, у нас немножко при всыхании начинает темнеть акрил. Я еще белил добавила. Вот так немножко помешиваю. И начинаю с правой стороны делать светлее. Смотрите, какая фактура получается интересная. Так, у нас вот с этой стороны еще будет. Если фактура вам нравится, можно так оставить. Можно еще немножко голубой добавить. Вот сюда. Если у вас мастихин не рыбка, то, по идее, не обязательно рыбка должна быть. Даже формы треугольник мастихин очень хорошо подходит. Если подсыхает, ребята, немножко добавьте воды, смешайте. Ну, конечно, пользоваться не только одним мастихином. Один мастихин хорошо использовать для смешивания красок. Один мастихин должен быть для вот именно для таких работ. Для фактурной живописи. Вот у нас такие интересные цвета появились. Если даже немножко закроете наших птичек, мы все равно будем поверх, потому что фактура очень быстро сохнет, немножко начинает твердеть, и очень легко уже наносить следующие слои. Если сильно надавливаете, то, конечно, у вас более прозрачно будет. Смотрите, как интересно получается. Можно даже поближе посмотреть. Вот такая фактура у меня получается. Ребята, еще есть один такой, можно сказать,
секрет или не знаю. Вообще в любом случае, кто начинает первый раз с мастихином работать, именно картины техники мастихина, тогда получается у всех. Это очень хорошо учит детей, именно развивает. Вот. Поэтому старайтесь и не только кистью работать, но и мастихином. Немножко я добавила, опять же, ультрамарина и немножко уже начинаю снизу добавлять. Здесь у нас немножко уже начинает. Где-то можно еще немножко желтизны добавить. С этой стороны я добавлю еще белого. И оставлю место для травы, для лепесточков. Можно также цветы сделать объемные. Такие картины очень надолго сохраняются. А также делаем внизу. То, что мы вот снизу подготовили, этот цвет мы сделаем снизу. Так. Конечно, можно полностью закрыть весь картон таким небесным светом. И поверх рисовать можно. Тогда немножко больше пасту идет. Или можно вот так. Ребята, если возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. А цвет потом у нас посветлеет, да? Немножко будет темнее, наоборот, при высыхании. А если вы не хотите темную картину, то немножко посветлее, то есть поменьше красок добавляйте, потому что акрил у нас темнеет. Вот, можно поближе посмотреть. Вот так у нас получается разного оттенка. Снизу у нас немножко более такой небесный, сверху более такой ярко-голубой. Также, если у вас краска также заканчивается, делаем еще. Конечно, при высыхании, мне кажется, невозможно вот разбавить эту краску заново. Поэтому не забываем, ребята, добавлять воды, потому что может просто высохнуть. С этой стороны тоже хочется такого яркого цвета добавить.
Слой, ребята, у меня не такой сильно толстый. Где-то немножко просвечивает, чтобы получилась такая интересная фактура. Немножко напоминает то есть пластилин, да? Может, когда-нибудь в детстве работали пластилином. И можно сюда немножко добавить. У нас тут тоже трава будет. Смотрите, вот уже сохнет. Ой, немножко красный цвет добавился. И не забываем тоже пасту закрывать. Уже видите, уже тут сохнет практически. Если случайно какой-то другой цвет попал, также можно просто закрыть. Очень легко исправить. Немножко потолще ложите, чтобы исправить. Закрываем. Здесь у нас красный цвет попал. Вот. Таким образом, ребята, мы избавились от картона. Теперь мы начинаем наших птичек рисовать. Мы подготовили заранее немножко. Я добавлю сюда воду. Я чуть-чуть макнула мастихин. Этого мне недостаточно. Видите, как жидко получается. Чуть-чуть макнула этот мастихин и смешала. У меня вот этот желтый более мягкий стал. Если сильно много воды добавили, то у вас сильно жидко будет. Чтобы такого не было, либо немножко оставляйте сушиться, либо много раз надо перемешать, чтобы влага испарилась. Я сюда добавляю желтый цвет. Так, и сюда же я добавляю немножко... Ой, у нас черный попал. Надо мастихин. Вот убираем тряпочкой лишнюю краску. Берем белый цвет. Белый цвет — это наша паста. Не нужно белый цвет добавлять. Просто возьмем пасту. И этот белый цвет я беру и сюда ложу. Снизу. Густота, ребята, можно по-разному сделать. Можно, конечно, очень объемно сделать, а можно просто так же, как и фактура. Я не буду сильно объемно делать. Немножко у нас не как прошлый урок, там не цветы, у нас более такая плоская картина, но фактурная будет. И начинаю переходы делать. Опять же, где-то у нас белый цвет ушел, я немножко добавляю. Также беру голубой, немножко с желтым, да, и сюда даю рефлексы снизу. Немножко голубоватые рефлексы. Вот они пошли. Где-то еще снизу, вот здесь будет. Также я возьму зеленый, немножко смешаю
с желтым и добавлю сюда, где-то сверху. Также, ребята, у нас красный цвет должен быть. Либо коричневый. Давайте я этот коричневый возьму, немножко смешаю. Туда добавлю желтый и получу такой охристый цвет. С коричневым желтый получился у нас такой немножко оранжеватый, да? И добавляю сюда. Можно здесь более такой цвет оранжевый сделать. Оранжевый делаем, смешав желтый с красным. Так. Сейчас я красный цвет возьму. Вот у меня красный. И в желтый я добавила красный. И этот цвет я взяла вот примерно столько. И начинаю добавлять сюда оранжевый с красненькой. Вот. Где-то можно слегка сюда добавить. Тоже надо очень много по-разному двигать мазки. И со временем вы научитесь очень легко пользоваться. Даже с первого раза получается. Потому что мастихином можно написать картины, даже не зная вообще всех тонкостей. Все очень легко и просто получается. Это легче, чем работать кистью. То есть считается, вот именно мастихином легко работает. Можно также одну картину сделать с семьей. Где-то я немножко как рефлекс добавлю фос желтый. Также сюда можно уже начинать крылья делать. Носик, клюв, да, немножко я добавлю желтизны сюда. А потом уже буду слегка снизу добавлять немножко либо коричневый, либо черный. Уже немножко носик объемный у нас получился. Можете сделать вот так с объемом. Клюв. Давайте сюда же я смешаю немножко в коричневый, добавлю черный. Мне не хочется прям такой сильно черный делать, поэтому смешала коричневый с черным, и у нас получился такой темный такой умбра ленинградская, да? И сюда я немножко слегка вот под углом. Я не держу сплошня, да? Смотрите, вот так вот. Немножко у нас вверх ушел. Да, немножко вот так получается. Плоско, да? И можно еще слегка желтого прибавить. Также заодно можно и второй клюв сделать. Вот здесь, да? Вот, я немножко вот этот цвет смешала. У нас краска уже начинает становиться очень твердым. Если у вас краска высохнет, то уже невозможно будет смешать. Поэтому давайте немножко добавим сюда воды. Я просто мастихин макаю. Смешала. И теперь сразу вот в этот цвет добавила, чтобы не высох. И сюда тоже немножко воды добавила. В каждый цвет добавляю воды слегка.
И снизу. Мгм. Можно еще сюда добавить. Не забывайте каждый раз вытирать мастихин, потому что у вас цвет превратится, ну, смешается. Если вы грязным мастихином будете смешивать. Так. Далее я взяла вот смешанный черный цвет, немножко смешался с фиолетовым. Получился такой интересный цвет. Тоже темно-коричневый, почти черный, немножко отдает фиолетовым. Потому что это цвет попал немножко в этот сиреневый, да? И сюда мы немножко крыло добавляем. Вот так. Если получилось неровно, очень легко исправить. Убираем лишнюю краску. И нужно подровнять. Где здесь сильно много темноты, можно еще добавить желтого. А также хвост. Хвост немножко где-то коричневит. Нам надо этот рефлекс показать. Либо добавить коричневый, либо немножко такой оранжевый. И немножко смешается этот цвет. Можно слегка еще зелененький добавить. И смешать. Тогда у нас уже такой рефлекс от травы идет. Также такой зелененький мы добавим где-то здесь, где у нас оранжевый. Я слегка немножко добавила зеленого. Можно еще пальцами убрать. И сверху тоже немножко зеленый. Вот такая у нас интересная картина получается. Где-то еще можно вот тут слегка желтый добавить, что форма головы у нас форма теряется. Вот. Немножко округляем. Слегка я возьму вот этот коричневый с краснинкой и сюда добавлю. Конечно, вот это крыло не видно, но хочется сюда добавить слегка. А также я хочу немножко где-то серовизну добавить, чтобы было интересно. Такой с краснинкой попал. Снизу я еще добавлю немножко с голубым цветом белый. Видите, все смешивается. Можно еще голубенький добавить. Еще. Сюда можно слегка еще белый добавить. Хочу добавить еще такой уже смешанный желтый с синим получается. Немножко зеленый. Слегка вот тут. Хочу убрать вот этот коричневый, который немножко мешает, да? Вот.
Вот такая у нас птичка получается. Немножко у вас показывает в перспективе, поэтому вот эта нижняя часть меньше, как будто вам кажется. А если вот так поставить прямо, то животик толще, да? Немножко исправим с этой стороны. Вот такая фактура получается, очень фактурная картина. Ребята, где немножко вот у вас недочеты есть, где-то немножко виден картон, да? Очень легко можно этот картон позже, когда все это высохнет, взять тонкую кисть и вот эти края немножко добавить голубого, да, спелого. Тогда не будет заметно, что где-то пасту мы не доложили. То же самое с этой стороны можно немножко осветлить. Поэтому нужно обязательно подготовить кисточки тонкие. Вот. Что не хватает, ребята? Да, чтобы оживить картину, нужно добавить глаза. Но можно глазки позже добавить. Давайте сейчас рисовать ветку. Вообще можно два варианта сделать глаза. Можно, конечно, в кончике взять вот именно вот точечку, ну не точку, а немножко погуще и немножко слегка вот так положить. А можно немножко подсохшая есть паста с краской, да, коричневой. Можно это просто накатать шарик и просто придавить. Можно еще вот так сделать. Давайте немножко позже сделаем. Вот этот цвет, который у нас сверху был, я немножко добавлю воды, потому что чувствую уже, что начинает сыпаться. Когда сыпается, уже понятно, что эта краска сохнет. Паста наша, да? Я начинаю вот так смешивать опять. Уже чувствую, что где-то сохнет. Прям слышите, да? Такой звук. Начинаю сверху ложить. Сверху я буду ложить именно как бы местами. Снизу у нас темнотика будут. То есть получается свет немножко сверху будет, а снизу будет больше тени у нас. То же самое этот коричневый. Если у вас сильно темный коричневый, можете туда добавить желтый. Ребята, ваша веточка не должна быть очень ровной. Пусть ветка немножко будет местами где-то, как будто обрывается. Так намного интереснее. Где-то можно ветку вниз отправить, другую ветку можно слегка вверх, да? Тоже на ваше усмотрение. Теперь этот коричневый я беру и смешиваю с черным, с любым темным цветом. И смешав, я получаю темный коричневый. Вот так смешиваем. Смешали. И начинаем ложить снизу. Я вот так делаю мастихин. Вот смотрите. Вот раз мазочек. И каждый раз у меня смешиваются краски. Не бойтесь, если где-то у вас остается картон. Всегда можно кистью исправить, добавить нужный цвет, который мы не доложили. Лапки мы будем позже делать, потому что надо веточку закончить. Старайтесь всегда от дальнего к ближнему рисовать.
если получается ветка позади, а лапки впереди, поэтому легче будет сперва ветку нарисовать. Ну, вначале, конечно, небо, потом наших птичек, либо ветку и птичек. Добавили. Вот именно фактурные картины становятся немножко тяжелее, чем обычные картины. Тем больше объема, тем тяжелее ваша картина, тем больше размера вашей картины, соответственно, тяжелее. Поэтому для таких картин нужно сзади сделать не веревку, а именно металлическую веревку. И обязательно оформить багет. Заодно, если мы такой цвет темный взяли, можно сделать также следующее крыло, здесь добавить немножко коричневого темного. Подготовить, да? То есть все вначале, то, что дальше рисуем, потом уже добавляем поверх. Если у вас сильно краски мешаются, можно подождать, чтобы именно паста высохла. Тогда легче будет. Вот. Цвет, ребята, второй птички, сами думайте. Можно сделать снегиря с красным животиком. Снегиря можно посмотреть в Гугле, в поисковике. Можно сделать и другого цвета. Можно просто идентично второй птичке. Тоже сами посмотрите, подумайте. Можно, даже, может, это у нас попугай, да? Попугаи бывают очень разноцветными. Даже с голубеньким животиком бывает. Или полностью такого турецко-голубого цвета. Ага, давайте сейчас, пока у нас зеленый цвет не высох, возьмем зеленый. Кто помнит на прошлых уроках, как мы делали лепесточки, немножко я сейчас покажу, да? Слегка мы гуще берем зеленый, вот так густо взяли, и просто здесь покажу, как бы, и положили. Сверху, ребята, не давим. Вот такая фактура получается лепесточка. Либо можно, конечно, просто вот так положить. Нужно все время тогда уже переворачивать картинку. Тем толще хочется сделать лепесточек, тем старайтесь брать больше красок, да? И начинаем. Вот такой у нас объемный лепесточек получился. Но мне не хочется сильно объемно делать. Можно чуть-чуть подправить. А можно сразу второй лепесточек сделать. Можно немножко где-то желтизну добавить. И немножко форму поменять. Сильно одинаковые лепесточки старайтесь не делать. А можно просто вот так работать. Смазываем. Вот еще один лепесточек у нас появился. Вот смотрите, как классно фактурно получается.
Вот, можно посмотреть. Уже у меня фон почти высох. Я заметила, что мой фон не сильно темнее стал, потому что я очень, то есть менее такой яркий цвет использовала, больше белил. То есть не белую краску добавляла, а просто больше пасты. И поэтому у меня фон не такой темный получился. Ну вот, далее начинаем опять же переворачивать. Можно затем вообще цветочки сюда добавить. Конечно, мастихин, если у вас форму треугольника, не как у меня рыбка, то вам легче сделать вот такие лепесточки, траву, да? А у меня мастихин немножко другой, поэтому я все время добавляю еще немножко травы, то есть все время дополняю. Конечно, можно не обязательно использовать зеленый, можно и немножко другие оттенки добавлять. Так намного интереснее. Можете темно-синий добавить в зеленый, смешав, вы получите кобальтовый зеленый, такой темный, холодный зеленый. А если вы больше желтого добавите, то у вас более будет травяным и более немножко теплым. Такие картины именно пастой очень красивые, можно делать на подарок. Или можно продавать такие картины фактурные. Конечно, они будут дорого стоить, потому что материалы не дешевые. Тоже нужно, вы должны рассчитывать все это. Кто хочет именно продавать картины фактурные. Можно, конечно, объем фактуры больше сделать. Сейчас я показываю совсем немного такие, ну, фактурные, но плоские, да. А можно совместить. То есть, получается, некоторые детали сделать совсем плоскими, а где-то добавить, наоборот, цветок такой фактурный, да. Будет очень классно. Все время переворачиваем то в одну сторону, то в другую нашу картину. Так, опять же, добавила воды. У меня все это высыхает, все это дело. Начинаю добавлять в один. Все, что сохнет, я сейчас добавлю в один цвет. То есть не в один, ну, вот этот зелененький, да. Конечно, смешав, я получила такие какие-то коричневатые оттенки. Но в этот цвет я добавлю зеленый и получу траву. Вы тоже можете так сделать. Такой зеленоватый, сильно зеленоватый. У меня похоже это такой на кобальтовый цвет, да? Более холодный. Конечно, можно еще добавить, сделать еще ярче. Давайте еще добавим. Немножко сероватый зеленый получился. Если сильно жидкая краска, ребята, немножко без воды старайтесь брать именно пасту. Бывает, паста может быть сильно водянистая. Нужно тогда хорошенько смешать. Такие колеры можно купить в Билмарте или в Фозмаркете. Конечно, в Ганзе я не видела, но в Хозмаркете именно такая фирма продается, как и в Билмарте, в строительном рынке тоже.
Так, я сейчас подойду, буквально через минуту. Вы пока добавляете еще травы. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Так, где-то, может быть, форма очень красиво ложится. Можно и тут цветочек добавить. Тогда будет очень интересно. Так, у нас немножко форма теряется. Мгм. Так, давайте еще один лепесточек с этой стороны добавим. Конечно, можно, говорят, использовать обычную штукатурку кнауф, смешав с водой. Потому что вот эта штукатурка, она тоже грубая. И здесь тоже в составе, если посмотреть, даже состав не написан, оказывается. Но в любом случае это штукатурка. Может, мелкая штукатурка. И такой характерный запах штукатурки идет от этой пасты. Я просто когда-то штукатурила стену, и просто знаю, вот именно такой запах есть. Бывает, если очень сильно много штукатурка, работаешь, потом чувствуется прям запах. Где-то можно еще вот с этой стороны добавить. Если, ребята, хотите стену делать именно фактурный рисунок на стене прямо, то можно смело не брать вот такие, вот это такие много брать, дорого будет. Можно просто к нам взять и смешать с акриловыми колерами и сделать фактурную стену. Так, здесь еще где-то можно совсем тоненький лепесточек, который изогнут, да? У меня немножко вот такой примерно будет. Где-то можно еще здесь добавить, да? Травы.
Давайте еще сюда добавим. Видите, у меня зеленый цвет немножко отличается. Вот это у нас травяной, а это немножко темный травяной получился. Конечно, можно было слегка еще синий добавить, чтобы дать какой-то рефлекс. Если у вас зеленый цвет все-таки остался, можно еще слегка вот тут сделать. Да, давайте добавим. Где-то можно вот так сделать. От другой веточки идет. Вот края немножко надо прижать, потому что когда будете одевать в багет, немножко могут вот эти края мешать. Поэтому их сильно выпуклыми не делайте края. Где-то на 2 миллиметра, чтобы можно было легко одеть багет, либо просто взять ножиком и пройтись вот так слегка, убрать бока, чтобы тут 2 миллиметра сильно не было выпукло. Тогда легче будет вам одеть багет. Так, здесь у нас еще где-то хотели добавить. Вот тут слегка убираем. Вот так убрали. Так, немножко сделаем 5 минут перерыв и продолжим. Хорошо? Кто не успевает, доделывайте вот здесь и можете уже начинать вторую птичку. Цвет выбирайте сами, ребята. Можно сделать снегиря с красным животиком. И будем еще 10 цветы делать.
Ребята, меня слышно? Скажите, пожалуйста. Слышно, слышно. Ой, изображение где-то пропадает, исчезает. У меня Wi-Fi пропал, но видно меня хорошо, да? То есть Да, видно. работает? Работает. Хорошо. Хорошо. Мгм. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Получается, это легче, чем просто акрилом рисовать или масляными красками. Вы заметили, что все-таки легче мастихином рисовать? И получается очень интересно и фактурно. Так, у нас... Какой цвет выбрали? Какой цвет у вас получается? Можно красней с розовым сделать, да? Давайте я тоже красную птичку сделаем. Не будет? Желтый тут делает. Желтым делаете, да? Молодцы. Не с красным желтым будет. Я добавила красный, белый. У меня сильно красный цвет у меня не будет. У меня будет смешанный такой с розовинкой. Ну, конечно, я туда еще рефлексы добавлю. Такой розовый животик будет. Я смешала красный с пастой, нежный розовый. Ну, немножко добавился синенький, и получился такой притушенный розовый. Не сильно яркий, немножко со сложным цветом. И цветочки можно белыми сделать. Пусть сверху немножко больше такой розовенький будет, а снизу можно немножко более красного цвета сделать. Так, у нас тут такой бордовый красный есть. Темно-красный или розовый есть. Давайте темно-розовый сделаем. Вот такой розовый у меня. Этот розовый он немножко темненький. Совсем мало надо добавить. Сейчас посмотрим. Вот такой темный получился и холодный розовый. Конечно, розовый цвет может быть и теплым, и холодным. Если мы красный смешаем с белым, то получим мы более такой теплый розовый, нежный. А если мы такой краплак розовый, либо красный краплак добавим белый, то получим более холодный розовый.
Где-то я вот так добавила. И сюда я хочу немножко добавить голубого, да, чтобы рефлексы были. Можно, конечно, немножко где-то коричневенький рефлекс, зелененький, да. Розовый добавила и получила такой более фиолетовый цвет. Можно, конечно, не сильно такой темный. Вот. Это у меня не снегирь получается, другая птичка. Такая интересная. Можно лишнюю краску убрать. Такой пузастенький получился. Где-то я хочу добавить белил. Может, самый такой середку сделаем более светлым. Такой розовый, сейчас светленький. Более яркий розовый, без смешанных оттенков. Я хочу тут слегка беловатый розовый добавить. Где-то может еще вот с этой стороны. Можно прямо где-то просто почти белый добавить. Видишь, он где-то играет и розовенький. Какой-то такой цвет у нас смешанный розовый. Где-то можно слегка зеленый добавить. Давайте этот где-то немножко вот этот розовый я сюда добавлю. Если у вас, ребята, это попугай, можете немножко где-то вот тут еще линии прорисовать, либо кистью тонкой, либо просто очень тоненько положить. Потому что попугаи бывают такие, очень любят украшивать свои хвосты, там, не знаю, они сами добавляют там где-то лепесточки. Если кто видел попугаев, они свои перья украшают разными лепесточками, бумажками. Тоже любят красоваться. Можно поэтому... Ну, конечно, и бывает, что и у попугаев много таких разноцветных. Или тут, или там есть красота. Конечно, в розовый можно, в принципе, любой цвет добавить. Не обязательно прям розовый сделать. Можно, конечно, зеленый еще добавить. У меня вот сильно такой пах. Немножко зеленый сделать.
Очень толстенький получился. Также можно любую картинку в интернете найти, и можно такие фактурные картины рисовать. Тоже можно и цветочками, можно также пейзаж. Очень хорошо море получается. Вообще любую картину можно. Животных нарисовать. Тоже пробуйте. Так, хвостик можно немножко темнее сделать. Если краска заканчивается, добавляйте еще. Заново делаем. Это не хватает. Где-то, если не хватает коричневого оттенка. Конечно, можно в любом случае где-то прорисовать, ребята. Если все-таки у вас паста закончилась, можно, если где-то вообще хочется немножко исправить, можете просто взять акриловую краску, смешать с белым акрилом или эмалью. И можно вот эти где-то доработать, либо глазки дорисовать. Ну, конечно, глазки мы сейчас сделаем. В любом случае, паста и акрил сочетаются. Не обязательно полностью пасту делать, поэтому старайтесь вот. Если все что-то заканчивается, выходите из положения и меняйте, да? Можно, конечно, не бояться. Это я исправлю. И такая паста или по штукатурку, ну, вот эта паста, как именно вот, не трескается, не сыпется при высыхании. Когда полностью высыхает возле батареи или в теплой комнате, да, вот это все нигде здесь сыпаться не будет. Поэтому очень легко работать. Даже если вы очень большой цветочек объемный сделаете, нигде ничего сыпаться не будет. На прошлом уроке очень красивые, классные цветочки делали. Можете посмотреть на ютубе. Еще акрил очень плохо отстирывается от одежды. Поэтому обязательно фартук одевайте. Или одежду, которую вам не жалко выбросить. Либо просто именно для акрила отдельно делайте. Объем в таких фактурных картинках можно любой делать. Да, рефлексы не забывайте, можно сверху еще немножко голубые такие фактуры сделать, либо просто кистью прорисовать. Клюв давайте это делаем. Очень классно портреты получаются.
пастой. Конечно, не надо делать сильно такой большой объем. Вот если вот фактура, можно очень со стилью картины нарисовать. Очень стильные картины получаются. Можно хвостик еще чернее сделать. Где-то я хочу все-таки еще почернее сделать. Не только коричневый, потому что все в коричневый цвет идет. Можно еще немножко почернее сделать. Ну, конечно, черненькие я еще буду добавлять. Лапки нарисовать надо. Так. Видите, где-то ошибка у меня вышла. Мгм. Давайте глазки сделаем. Вот. Кончиком беру краску, да, не так много, и пробуем поставить. Вот. Конечно, идеальный круг может не получиться, да? Сперва нужно попробовать отдельно. Вот такие точечки можно делать. В кончике берем краску, вот примерно столько. Чем ваш формат меньше, берем меньше, да? У меня здесь А4 формат. У вас может быть больше или меньше. И глаза где-то примерно на этом уровне будет. Немножко надо придавить. И кисточкой можно добавить блик. Так, глазки у меня немножко как будто совсем маленькие получились. Можно побольше. Прищуренные получились. Можно постараться сделать круглые, да? Вот. И сверху кистью мы добавим блик, белую краску. Так, здесь у нас глаз немножко живат. Хочется исправить, да? Я возьму немножко вот розовенький цвет, начну исправлять. Потому что немножко вот поменьше сделала глаз один. Далее это хочется вот тут исправить. Немножко рефлексов не хватает, да? Можно немножко вот тут голубизну добавить. Так, и опять же берем черный цвет, можем добавить коричневый. И будем мы делать наши лапки. Ну, лапки будут попроще.
все, что вот блестит, вот эти блики, как глаза, все это можно потом сделать кистью, добавить капельку белой краски акриловой. Опять же я смешиваю черный цвет. Если хотите очень черный, то добавляйте больше колера черного, либо акриловой краски. Конечно, акриловая краска очень быстро будет заканчиваться, поэтому лучше колер использовать, потому что колер они надолго хватает, а вот акриловые краски, они очень быстро заканчиваются, потому что паста у нас белая, и получается нужно очень много красок добавить, чтобы получить более такой яркий контрастный цвет. Опять же я взяла вот столько, вот примерно столько, и начинаю здесь ложить. Это у нас наши лапки будут. Если у вас мастихин более такой большой, то вам просто можете прижать один раз, и у вас получится. Вот у нас такие лапки получились. Можно немножко форму сделать, да? Где-то посередке можно подлиннее сделать. А также вот здесь. Немножко я погуще беру, чтобы был немножко объем. Так. Конечно, можно... Вообще мастихин можно как угодно держать. Нету такого, что надо именно одинаково держать. Ну, конечно, море писать техника немножко другая. Но море писать, по-моему, легче всего. Вот у нас получились лапки. Давайте подготовим вот сейчас кисть. Старайтесь брать потоньше кисть. Если такого нету кисточек, можете мастихином взять просто пасту белую и совсем кончиком добавить немножко блики, где вот здесь, и здесь, и здесь, где глаза, клюв. Также наши лапки. Хочется немножко черноты добавить в клюв, чтобы был какой-то объем, потому что у меня клюв оказывается такой коричневый темный. Если я добавлю немножко черноты, я как бы добьюсь немножко объема. И где-то сверху, где у нас вторая птичка розовая, я тут тоже добавлю немножко темноты и добавлю сверху свет. Так, чтобы было понятно, хотя бы сделать какой-то объем, да? Вот. Где-то можно еще немножко затемнить. Можно еще темноты добавить. Вроде у нас фактурная живопись, да? Но мы все равно не забываем именно красками делать такой объем. Если у вас черная краска чуть-чуть осталась, ну не черная краска, а именно паста.
Можно еще немножко вот эту темноту использовать где-то местами, где у нас этот дерево есть, вот эту темноту, где веточка есть. Можно еще где-то местами сделать чуть-чуть фактуру. Тогда намного интереснее будет. Можно сделать где-то здесь червячка. Вот какую-то такую фактуру делаем. Потому что дерево имеет, конечно, фактуру. Тут тоже где-то слегка. Более такое, более объемное, да? Можно добиться не только именно пастой, да, объем, можно еще и красками. Где-то немножко у меня здесь ошибочка вышла. Это я буду исправлять. Ага. Так, конечно, где-то нужно еще добавить таких, как эти. Еще можно, конечно, цветочки добавить. Так. Если у вас в палитре не остается места, вы берете пленку, которую... Вот я пленку обычно использую. И эту пленку очень легко убрать и выбросить. И заново пищевую пленку натянуть, либо вот такой файл, можно в файл одеть, и тоже вот у вас уже палитра получается. Это у меня такой же картон, который вот здесь находится. Можно тот же картон использовать вместо палитры. Можно также холст использовать. Кстати, холст как палитра лучше всего. В любом случае холст может продавливаться. И очень легко, да? А если мы работаем мастихином по картону, то у нас получается вот сгибается, но немножко как-то грубо, да? То есть очень хорошо именно масляными красками работает по холсту, да? И мастихином. Именно такой эффект мастихина делает очень хорошо. А для вот таких грубых рельефных паз подходит именно такая либо грубый картон, либо стена или дерево. Ну, конечно, также можно и по холсту делать, но холст должен быть грунтованным. Конечно, по холсту сильно объем лучше не делать, потому что холст все-таки это ткань, и форма может из-за того, что вот растягивается, да, или плохо натянута, может, конечно, где-то повредиться, либо трескаться. Поэтому в идеале для вот таких грубых пастоз, ну не пастоз, а вот именно таких рельефных паз подходит твердая поверхность. Картон старайтесь брать, конечно, потолще. Ну, конечно, вот этот картон где-то 4 миллиметра, может 5 даже есть. Это уже как бы очень, то есть сложно сломать. А есть еще картон, который очень тонкий и быстро ломается.
Такой лучше не использовать. Вот где у нас немножко подсохло, туда, если мы добавим какой-то цвет и захотим, опять же, писать, то у нас все равно подсохшая паста будет смешиваться. Поэтому старайтесь не ложить в тот же, другой цвет, который, допустим, в красный мы не будем делать. Допустим, цвет неба, да? В любом случае, если мы добавляем воду, немножко может все равно смешаться предыдущая краска. Если, конечно, это очень сильно вот это подсохло, конечно, не будет смешиваться. Но в данном случае все равно у меня попадает этот цвет. Я сюда добавлю немножко голубого. У меня здесь такой синий цвет. Но это, скорее всего, можно проверить синий, смешав с белым, да. Это больше похоже на цирилиум цвет. Такой более голубой, не цвет. Но если мы смешаем с белым и немножко добавим туда краплака, мы получим небесный цвет, натуральный. Оттенков и названий цветов реально очень много. Со временем, если вы будете заниматься, вы узнаете намного больше и будете оттенки. Есть просто голубая, да, есть ультрамарин, такой небесный цвет. Конечно, оттенков очень много, голубых, синих. Вот, есть еще такие, как турецкая голубая, да, такой яркий цвет, раньше, или бирюзовый. Так, и это я исправляю. Мы еще не дошли до цветочка. Хочется, конечно, немножко форму вот этой круглой меньше сделать. Немножко хочу все-таки убрать сильно много. Вот, не знаю, хочется все-таки поменьше сделать. Все-таки у нас не зима. Наша птичка очень толстая была. То как замерзает, как будто ей холодно было. Сидела такая толстенькая. Сейчас уже потоньше. У нас потоньше получается. Конечно, сейчас, если я добавлю сюда вот в эту темноту, то у меня сейчас будет, вот видите, уже смешивается. Можно, конечно, слегка убрать лишний коричневый цвет. Это пока у нас как бы паста не высохла, поэтому очень легко убирается. Смотрите, можно вот просто убрать лишнюю пасту с краской и добавить гуще небо. Конечно, у меня немножко уже начинает смешиваться цвета. Но тем больше я вот гуще положу, конечно, тем чище у меня будет. Вот как-то так. Кажется, у меня попугай получается. Птички такие интересные. Нет, все-таки у меня птицы очень зимой, конечно, некоторые птички
улетают, где тепло, потом возвращаются обратно. Вот, где-то так. Всё, теперь потоньше. Где-то немножко исправим хвост. Вы тоже исправляйте, если вы допустили где-то ошибку. Если вы где-то... Ой, всё у меня падает. Если где-то не доложили, там. Так где-то примерно исправляю. Вот тут тоже не хватает красок. Где-то у нас еще вот тут картон виден. Мгм. Где-то если случайно опять же задели, вот где-то падали. Я вот немножко гуще беру. Так вот. Лапки пускай гуще будут. И более темными, чем веточка. Ребята, у вас получается? Если хотите, чтобы где-то паста не сильно ну, не выпирала, как сказать, не сильно была фактурной, тогда просто можете немножко придавить, либо убрать, просто срезать. Очень хорошо убирается. И старайтесь пасту все это вовремя закрывать, потому что очень быстро сохнет. Бывает, если мы сложные такие фактурные цветы делаем, допустим, где-то более 8 часов, бывает, картины рисовали, делали. Вот. И у нас прямо начинало высыхать. Вот лишний этот. Можно вот так грязь убрать. Где-то тут слишком фактурно. Немножко где-то давайте. Где-то здесь. Хочется еще рефлексов добавить, да?
Можно очень яркие, такие синенькие, если у вас розовый. Я хочу какой-то такой голубоватый рефлекс где-то добавить. Немножко с коричневым. Где-то еще можно слегка сюда добавить. Слишком много добавила. Можно пока еще там вот примерно так. Это еще у меня получается смешалось немножко. И слегка вот тут. Вот такой рефлекс получился интересный. Так. Ага. Вот тут еще слегка. Тоже сами посмотрите, где можете рефлексы добавить. Но сильно тоже не увлекайтесь. Конечно, можно и где-то здесь еще рефлексы добавить. Случайно можете испортить. Если вам нравится без рефлексов, да, сильных таких, конечно, вначале будет намного сложнее. Потом уже научитесь. Конечно, больше зеленых где-то внизу рефлексов, коричневых, конечно, все, что вблизи, дает рефлекс, да. А сверху у нас будут такие холодные будут рефлексы, это от неба идет. Ну, конечно, слегка где-то можно нарушить. Тоже смотрите сами. Где-то можно немножко рефлексы такие добавить. Ну, блики потом добавим в конце. Это я добавила такие холодные рефлексы. Конечно, можно и где-то здесь добавить. Эти же рефлексы можно добавить в траву. А в любом случае где-то будет вот такие небесные оттенки быть. Можете слегка добавить. А можно просто кистью, да, все это сделать. Прям не надо прям полностью где-то закрашивать голубой цвет, да? Чуть-чуть где-то сверху делайте, старайтесь. А то, что вниз смотрит, можно, лучше не стоит. Такие голубые рефлексы у нас получились. Где-то здесь. Ну и краска, в принципе, паста закончилась. Можно было где-то здесь, не знаю, немножко клубники. Ладно, не обязательно. Так, где-то так.
Вот можете поближе посмотреть. Если у вас вот сильно сгибается, это влага впиталась в картон, нужно немножко подождать. Вблизи очень интересно, да? Так, давайте сделаем пару цветочков. Можно сделать белые цветы. Ну, конечно, там тоже будут рефлексы голубые. Можете тут же сделать, опять же, голубенький и рядышком просто белый. Белую фактуру. Ну, вот, допустим, мы положили сюда вот пасту. И рядышком мы сделаем тоже тот же голубой цвет. Конечно, можно немножко не прям небесный цвет, можно слегка красненький, либо коричневый цвет добавить. То есть более сложный цвет сделать. Можно зелененький добавить. И там, конечно, будут рефлексы. Опять же, с зелененьким, да, и с еще каким-нибудь цветом. Вот, у меня паста немножко подсохла, оказывается. Сильно твердая. Я воду добавила. И плюс у меня паста. Конечно, смешивается немножко тяжело. Потом, когда добавляем воду, уже очень легко смешивается. Еще можно в этот цвет немножко зеленый добавить, да? И можно коричневый, да? Несколько оттенков сделать. Какой-то розовый я добавила, который вот здесь лежал цвет. Вот такой сероватый цвет получился, немножко синим, да? С голубым цветом. Так. Цветочки можно любые делать. Не обязательно белого цвета. Можно красные. Можно желтые цветочки сделать. Но у меня будут белые цветочки. Сейчас я посмотрю примерно цветочек в интернете. Можно просто написать в поиске дерево и белый цветок. Или сакуру можно делать. Ну, конечно, слишком мелко будет. Вот смотрите, вот такие цветочки можно делать. Вот эти. Также можно делать вот такие интересные цветочки. Вот они. Посередине немножко желтеет, оранжевеет. Вот, смотрите. Какие красивые цветочки есть. Разные, да? Можно любой из этих цветочков сделать. Это цветущее какое-то дерево, да? Вот, посмотрите. Где-то 5 лепесточков. Можно 4 лепесточка сделать. Давайте вот этот сделаем. Я на телефоне увеличиваю. И примерно, ну, конечно, мы конкретно прямо цветок не будем, мы просто сделаем намек. Вот. Так. Я сюда смешала немножко белый цвет. Конечно, можно немножко было добавить краснинку, можно было добавить, да? Ну, красный уже высох. Ну ладно. Так. Можно, давайте вот сюда сделаем цветочек. Я как бы сперва начинаю с темных оттенков. Можно со светлого начать.
Пусть будет 5 лепестков. Посередке можно положить зеленую краску, либо оранжевый, желтый. Немножко я добавлю где-то голубой. Вот так смешиваю цвета и беру нашу белую краску. Конечно, вот эта белая краска смешалась ну, с такими цветами, вот, которые я трогала. И вот так вот прямо смешиваю. Конечно, мастихин немножко не тот. Ну, ничего страшного. Немножко гуще берите, ребята, белый цвет. И начинаем. Ну, где-то, ребята, не надо полностью белый цвет добавлять. Тоже надо чувствовать. Сверху, ближе к солнцу, будет у нас более белый такой. А то, что вот в тени будет немножко где-то темнее. Мгм. Вот такие красивые цветочки, лепесточки. Таких цветочек, ну, пускай у меня будет 4 лепесточка, у вас может быть больше. Вот такой объем получился. Давайте я еще белый возьму. Где-то можно чисто белый положить. Видите, как классно. Не обязательно очень фактурные цветы делать, как на прошлом уроке. Можно очень классные картины делать. Немножко с объемом, да, с фактурой. Смотрите, как красиво получается. Ой. Можно лилии рисовать. Цветок сардана. Ну, конечно, это будет поле, да. Можно очень классно сделать такой лаз, очень красивый. И можно там очень много красивых красных лилий, разноцветных, желтых нарисовать. Можно что угодно фантазировать. Вот. Может, еще очень хорошо получается именно такой техникой рисовать, именно с пасты. Очень классные венские столбы, даже можно реку синюю нарисовать, где там есть очень классные скалы. Вообще очень классно получается. Можем на следующем уроке сделать венские столбы и реку как раз воду писать очень классно пастой. Это безумно интересно и будет очень красивая картина. Но вот эта картина тоже классная. Здесь очень много ярких оттенков, да? Небо голубое. Вот, давайте еще где-то здесь цветочек сделаем, да? Так, немножко надо подумать, чтобы именно как, ну, просто так везде очень много цветов мы не будем делать, да?
Надо немножко вот именно компоновку посмотреть, чтобы было интересно, да. Вообще, любую картину, ребята, нужно поделить м, на где-то на 9 частей, да, чтобы сверху 3 квадратика, посередке 3 квадратика и снизу 3 квадратика. Ну, глазами просто провести эти линии, вот такие, и у нас получается 4 точек. Вот именно в 4 точках должно быть интересные моменты. То есть глаз именно реагирует на несколько частей картинки, да. Конечно, если вы посередке одну точку нарисуете, черный фон, либо белый, красный фон, и посередке синяя точка, да. И, конечно, вот может а, кто-то мимо пройдет этой картины, да. А если в картине где-то будет несколько точек, либо где-то несколько интересных сюжетов, или где-то, допустим, вот с этой стороны небо, а вот с этой стороны ну, птичка, да, допустим, либо дерево, да, поле, где-то вот с этой стороны цветы, вот несколько, 4 точек у нас, ребята, и в каждом точке что-то другое должно быть, да, то есть именно вот это очень интересно. Вот. Компоновать тоже картину нужно вот именно, чтобы вот эта часть не повторялась на этой части, да. Вот если мы портрет, когда рисуем, должно быть так, что, ну, конечно, лицо у всех не симметрично, да, у всех есть асимметрия. И получается, ну, если посмотреть, да, если недолго, ну, так, посмотреть, вроде человеку половина лица у человека одинакова. Но если присмотреться хорошо, то не совсем одинаково, да. И получается, когда мы пишем портрет, обязательно одна половина, половину, допустим, чтобы одинаково не было, мы где-то можем волосы побольше сделать, да, в одной части, или можно волосы вперед сделать. То есть стараемся делать не зеркально. Вот. Конечно, если сильно зеркально будет, а, человеку будет неинтересно. Поэтому старайтесь избежать этого. Вот еще у нас один цветок рождается. Пока я немножко просто густо ложу, да, потом буду сформировать. Я не буду использовать технику цветов, постараюсь вот именно просто фактурно сделать. А техника цветов немножко другая. Я хочу избежать этой техники, я просто хочу вам показать, как еще можно сделать. Так, фактурные картины очень дорого стоят. Вот. Насчет этого хотела рассказать. Эм, Конечно, видеоуроков в интернете очень много. Можно по-разному писать. Конечно, можно еще шелк использовать.
или просто заказывать готовые пасты вот с Москвы, допустим, уже с шелком или из Китая, или самим делать, самим добавлять шелк, либо другой, типа заменителя шелка, и делать очень красивые цветочки такие. Можно даже делать не только пионы или розы, можно делать нюргун, подснежники, очень классно получаются. Вот. Ну, еще можно один цветочек добавить. Конечно, где-то можно намек на белые цветы сделать, не обязательно прям вот так, который на нас смотрит, да. Можно где-то вот, ой, вот здесь сделать, да, которая только появляется. Тоже такие намеки сделать, и цветочки. Можно где-то здесь еще добавить. То, что в тени, может, конечно, быть темнее. Все равно я добавлю сюда немножко свет. Ну, не свет, а белую краску. Конечно, солнечный свет делается также, добавив белый, желтую краску. Видите, очень мягко ложится, поэтому немножко сложнее. Конечно, можно темные краски ложить и поверх, конечно, можно уже, когда краска подсыхает, уже ложить другие, допустим, солнечные, да. Конечно, было бы легче ложить. Старайтесь форму цветов сделать, где-то теневые, да, где-то световые. И, конечно, по центру будет у нас желтый цвет. Конкретно я не буду делать каждую линию, потому что все это делается кистью и либо жидкой пастой, которая будет именно, как сказать, в шприце, когда очень тоненькие линии можно сделать узоры. А можно готовые контуры взять, но они очень дорого стоят. Один контур, по-моему, 200 с чем-то рублей. Раньше они 60 рублей стоили. А нет, шучу. Где-то 80, по-моему. Ну, 60 тоже, по-моему, было. Сейчас 200 с чем-то. Можно вот так. Интересные вот такие наборы сделаем. Не обязательно мы тот цветок рисуем, да? Это может быть любой другой цветок. Можно сделать более аккуратно, да? Можно совсем чуть-чуть добавлять.
Можно вот так сделать, да? Где-то еще и давайте немножко желтизны добавим. Вплюв. Опять же. Это немножко с желтыми крапинками будет наша птичка. Красивая такая. Можно слегка притушить. Сильно если желтит, брать. И остался у нас такой желтый цвет, да? Конечно, этот желтый можно немножко слегка добавить зеленого вот сюда, да, желтый, слегка. Может, любой другой зеленый добавить. Ой. Так, я добавила. Сейчас, минуточку, у меня тут краска разлилась. Такой у меня яркий зеленый травяной с желтым смешал. И можно еще где-то немножко траву поярче сделать. Вот такой яркий зеленый. Это светло-зеленый называется. Где-то можно вот этот зеленый осветлить, да? Давайте все-таки где-то делать светлее. Видите, становится еще ярче, еще краше. Только всю траву не надо. Где-то, где солнце падает, пусть там будет светлее. Так. Ребят, свои работы обязательно отправляйте. В чате будет номер руководителя. У нас будет выставка. И обязательно участвуйте в конкурсе выставок. Я взяла такую акриловую краску. Это белый акрил. Тоненькая кисточка обязательно. Видите, уже краска высохла и очень ярко получилось у нас. То есть не так темно.
Вот столько. Немножко чуть берем, не разбавляем, чуть гуще берем. И начинаем уже делать наши блики. Видите, когда мы добавляем блик, у нас наши птички оживают. Можно еще где-то на клюве сделать, да? Белым цветом. Блики, где у нас наши лапки. Чуть-чуть, слегка. Делайте такие картины с семьей, с друзьями. Можете одну огромную картину сделать и повесить дома. Также на подарки. Можно такие картины продавать, потому что сейчас модно объемные картины. Несколько лет назад очень модно было там жидкий акрил и прочие картины. Сейчас именно вот объемные картины очень популярны. Даже можно слегка где-то здесь, где наш цветочек, доработать, где-то надо, можно вот такие именно белые цвета добавить. Только ни в коем случае масло не добавляйте в акрил. Тогда масло и акрил не сочетаются. Ну, конечно, и на подсохшем акриле можно маслом писать. Видите, тоже как интересно получается. Можно где-то еще вот прямо на цветочки блики добавить, да? Вообще, в любом случае, конечно, на подсохшем лучше ложится, так как у нас еще вот не подсохло, немножко сложнее ложится. Где-то можно еще слегка вот тут добавить. Так, где-то еще можно добавить, да? Можно еще слегка вот тут чуть-чуть. Так, у нас как бы немножко где-то, если ошибка есть, берете акриловую краску и немножко исправляете. Так. Так легко исправить акриловой краской. Не нужно где-то очень много брать пасты. Можно вот так исправить. Клюв потоньше сделаем. Вот где-то у нас все равно ошибки появляются, мы их исправляем. Это легко исправляется. Мне очень нравятся объемные картины. Очень легко получается, очень легко исправить. Еще вот такие картины нужно обязательно в солнечном свете посмотреть, потому что свет и положение цвета играют большую роль именно в объемных картинах. Попробуйте посмотреть в другом цвете и днем обязательно.
Где-то света не хватает, мы начинаем добавлять. Видите, как, как же красочно получается, классно. Прям все лучше и лучше получается, да? Конечно, если сильно вот этот белый вам, если не нравится, можно притушить, да? Слегка убрать, не сильно много добавить. Вот. И поставьте свою подпись белой краской. Это ваша работа. Вы писали. Можете любым цветом поставить, написать где угодно, да? Можете просто инициал поставить. Краску с кисти обязательно нужно убирать сразу. Так. Вот так интересно у нас получается мастихином. Что мы узнали? Узнали, что именно акриловой краской можно и в разных техниках работать. Не обязательно с водой, не обязательно с разбавителем. Да? Можно просто с пастой работать, с штукатуркой. Да? Не только стены красить, можно и замечательные картины сделать. Пробуйте делать еще интересные картины. Можете много разных цветочков сделать. Не обязательно это должно быть барельеф такой. Очень можно просто вот немножко с фактурой картину нарисовать. И такие картины очень популярны, очень интересные и смотрятся на стене классно. Потому что когда свет падает из разных углов, идет, получается, тени немножко по-другому падают. Да? И очень интересно на такие картины смотреть. Вот. И отправьте ваши работы, которые вы нарисовали, и участвуйте в конкурсе, пожалуйста. И напишите, пожалуйста, в чате номер. Вот. Сейчас скажу номер. Аиде Васильевне отправляйте вашу работу 8914 305 75 44. И скажите, пожалуйста, в ВК у нас есть добрый почин? Большое спасибо, Алив. Я нарисовала другую свою. Ух ты, красиво. Сейчас посмотрю. Прям О, какая красота! Оксана, молодец. Там и горы видны. Да, я вот эту картинку давно уже себе сохранила. Ух ты, очень И, стильно. ну, как бы у нее брала идею. Молодец. Спасибо большое. Можете, да, Очень можете красиво. руны написать или узоры. Супер. Это показать уже?
можете посмотреть. Цветы получились немножко более фактурными. Вот хотела сказать, что у нас есть Telegram группа информационная. Ссылку отправим. Но там большинство, которые есть в группе WhatsApp есть. Но я ссылку еще раз переотправлю в группу WhatsApp. Спасибо. Вот такая Кто хочет, информация. да, кто хочет следовать, ну, мастер-классы, семинары очень интересно идут на тему Алан-Хо, да, и обязательно пишите в чат, кто хочет попасть в Telegram и в WhatsApp нашу группу. Там очень много информации. И участвуйте в конкурсе обязательно, дорогие участники. И фотографии своей работы отправляйте Аиде. Ваши работы, фотографии будут участвовать в конкурсе. Там очень много разных призов интересных. И у нас скоро открытие выставки будет. Тоже обязательно приходите, и будет это в Телеграме и в WhatsApp опубликовано, когда. Слышно, да, меня? И также смотрите предыдущие уроки, которые есть на YouTube. И тоже можете любые свои работы, любые свои картины для выставки отправить и на участие в конкурсе. Любые работы на тему Алан-Хо принимаются. Это может быть национальная одежда, да, рисунок национальной одежды, там на тему Алан-Хо, там Алас и животные, да, вот эти птички тоже входят. Конечно, можно, ну вот очень много интересных тем есть на тему Алан-Хо. Можно вообще сюжет сделать очень интересный. Вот, можно алоха сделать очень классно. Можно очень интересную этническую картину нарисовать, можно с разными символами, рунами, можно даже текст какой-то написать, тоже стильный. И узоры можно отправлять очень интересные, космические, можно разные якутские узоры. Это все входит в тему Алан-Хо. Вот. Всем спасибо большое, что вы с нами рисуете. И всем больше творческих успехов. И тоже много пишите замечательных картин. Вот. Еще нас ждут более интересные мастер-классы. Еще будет мастер-класс на открытие. Обязательно приходите. Да, мы еще хотели бы провести мастер-класс где-то вот ближе, ну, в мае, через месяц примерно, на свежем воздухе, ну, с выездом. Так что записывайтесь заранее на эти мастер-классы. Места будут ограничены. То есть количество человек возьмем ограничено. Это будет Но здорово. будет очень хороший мастер-класс, да, делать вживую. Идея вообще супер, поддерживаю. На Было свежем бы здорово, воздухе с да. выездом, это здорово. Можно сделать такие мастер-классы, которые не займут не так много у вас времени. Это может быть жидкий акрил, это может быть фактурная живопись, да? Чтобы вы не сильно не пачкались. И вообще много интересного. Можно даже что-то одно, да? Такое. Ну да, Есть можно какая-то- такое же, как и с пастой сделать, или что-нибудь действительно более такое, Да. да? И чтобы меньше, ну, как бы было подходящее для выезда, да, можно сказать так. Да, чтобы не пачкались, Так да? что подавайте свои масло не идеи, подходит. принимаем идеи, Да, какой здорово. будет мастер-класс.
ждем на связи, Класс. будем на связи. На следующей неделе уже хотели бы тоже обсудить. Здорово. До связи, Мгм. ребята. Всем До спасибо. связи. Всё, спасибо Пока-пока. большое всем. Останавливаю запись. Мгм. Большое спасибо всем. Особенно Спасибо. Оксана. Очень большое спасибо, да. Большое Спасибо. тоже. Алив. Всем участникам. Оксана, да.